Можно до старшего? Старшего можно, да? Вы сюда ожидаете? Да, не, мы вместе просто. Мы вместе. Да, я здесь. Почему вы... Старший. А можно? Нет, мы Господин все подполковник, Можно подойти? объясните, вы что здесь делаете? Да, смотрите, режим ЧП отменили, да? Полицейский? А у вас где погоны? Как вам обращаться? Какую форму дали? Форму? При обращении граждан. Представьтесь, пожалуйста, вы нас задерживаете. Вы кто вообще? Старший лейтенант полиции Ментанов, участковый инспектор полиции. Ага. Объясните, пожалуйста, вы что здесь делаете? Соблюдаете что? Наблюдаете? Соблюдаем Соблюдаете что? общественный порядок. Так вы нас задерживаете сейчас, и конфликтная ситуация, именно вы сейчас от вас происходит. Мы хотим пройти, так как... Прописка где ваша? Прописка? На основании чего? На основании чего? У нас режим ЧП уже снят с сегодняшнего дня. В городе не снять. А? В городе, это город. Ну, город. Ну, Город я должен вам объяснять, Карантин куда... продолжается. Понимаете? Карантин, нет такого слова. Статья 150 о здоровье. Пожалуйста, обращайтесь. Руководство Вы можете меня что-то? задерживаете, я к вам. Позовите руководство, акимат. кого? Давайте Акимат. У вас здесь есть представители Акимата? Есть? Есть? Можно его Можно сюда, позвать? да. Мы хотим разъяснение получить. Хорошо, мы никуда не этот. Мы хотим... Мы с вами не ругаемся, ничего. Мы хотим разъяснение получить, законодательно. А можно на ошибку посмотреть? Вы откуда вообще военный? Опознавательно. Опознавательный. Это кто? Это что за форма? Вы военнослужащий чего? Минобороны? Это вот опознавательный знак Минобороны, да? Да. А? Десантно-штурмовые войска. Вы дорогу прогрузили? Здравствуйте. Ну, вот. Вы? Нет. Объясните, пожалуйста. Здравствуйте. Ситуация такая. Режим ЧП отменили, да? Ага. На основании чего мы наши права ограничиваем? Какие? Сейчас карантин по городу Алматы. Смотрите, есть закон о чрезвычайном положении. Там четко сказано, что карантин — это дополнительные меры. То есть одно без другого существовать не может. Сначала вводится режим ЧП, потом вводится карантин. Если режим ЧП отменили, значит и карантин тоже отменили. Почему карантин отменился? Сошлитесь на законодательные акты, сошлитесь. Но я сейчас не могу, я могу только ссылаться на то, что Сейчас наши права оперативный штаб пока что утвердил, до особого случая продолжается режим карантина с 11 мая. А дальнейшее я не могу утвердить. Именно почему? Я только сказал, на по протоколу сказали то, что с 11 мая получается. Можно ознакомиться с протоколом, за чьей подписью, чьи приказы исполняют? Оперативный штаб уже указал. Оперативный штаб Можете указал. нам показать? Документы я не могу, потому что документы у меня на руках нет. А как вы исполняете, если у вас документы? Мне предоставили, сказали, вот, ребята, работаем по Вам такому. сказали или показали? Вы должны же ознакомиться с документом. Да, нам обеспечили. У нас имеется, наше руководство сказало, Можете работы. Какими? Если Чем вы ознакомиться? сказали, у вас имеется, я хочу ознакомиться. Нет, сейчас я не могу вам предоставить. А как вы, когда вы нам ограничиваете это, если вы нам не можете предоставить? Просто могу ссылаться только на оперативный штаб города Алматы. Они утвердили, мы работаем по На протоколу. основании чего не утвердили, мы хотели бы просто законодательно. Мы хотим понять. Ага. Мы с вами не ругаемся. Да, конечно, да. Я просто хочу вам тоже объяснить. У всех людей возник один и тот же вопрос. На основании чего действует карантин, если он может действовать только в режиме ЧП? Мы хотим понять. Можете какое-то уполномоченное лицо нам объяснить все по порядку? Вот как законодательный акт ситуации. Мы здесь, сейчас. Ну, давайте минут 5 подождите. Можем и полчаса подождать. Да? Без проблем. Я сейчас уточню, документы предоставить. Мы вас ждем. Извините, а как вас зовут? Айбол меня зовут. Айбол? А вы кем являетесь? С управления туризма подошел. С управления туризма? Да, именно на блокпост 18 в Наурузбайском районе. Ага, все, Все, мы ожидаем. Спасибо. Короче, мы их загрузили, я понял.
Участвовал, документы, где она была. Все здесь такая толпа была? Ставили одного. Да, одного бедного. Как обычно. Оперативная группа, да? Оперативная группа. Мы ждем вашего руководства. Снаружи, стойте. Он нам сказал здесь. Да. Снаружи. Кто снаружи? Ваш, да. Представитель Акимата. Он сейчас пошел за документы и сейчас придет. Интересное ношение маски. Ну да. Что-то я не заметил. Это вообще использование как бы формы получается, не по назначению, да? Потому что он зацепил за это же не... Все равно, что шапку на бикрень одеть. А вон черная форма, это что за ведомство? СОБР? СОБР это к МВД, да, отношения? МВД подчиняется. Две большие формы. Ставить. Только что отправили вот. Если на бумажный вид не дадите, да, за подпись? Могу отправить, если хотите, конечно. Не, мы хотели бы бумажный тоже. Постановление Министерства здравоохранения Республики Казахстан, контроля качества, главный санитарный врач Республики Казахстан. Ну, я в курсе, да. Вот, постановление Нур-Султан города Алматы 10 мая 2020 года, номер 33, о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан. Постановляю, это Акимом. Если я могу вам все предоставить, но это 56 листов. Но именно который на блокпостах я могу сейчас вам показать. Я бы хотел ознакомиться. Аким области городов Алматы и Нур-Султан, Шымкент, Центральный государственный орган правоохранения, специального органа обеспечить деятельность. Можете сами прочитать, не буду. Да, организацию соблюдения социальной дистанции. Ну, с этого можете прочитать. Чего? С этого пункта. С третьего. Разрешается въезд, выезд граждан для работы организации охраны после отмены режима ЧП при наличии справки. Вот на основании какого закона меня интересует? Вот. На какого закона? А дальше законов вы можете с ними согласовать насчет этого. Ну, понимаете- Я вот постановлением сейчас мне отправили постановление Министерства здравоохранения, именно главного санитарного врача. Ну, На основании этого, постановление должно ссылаться на какие-то законодательные акты. Я просто вот здесь не вижу Да, ни одного законодательного акта. Типа, вот на основании там, Можете закона вот о министерство- здоровье. Вот, санитарный врач может ссылаться, насколько я знаю, только на закон о здоровье. Да, можете у них тоже мероприятие уточнить. отменить. Да, Согласно нет, я уже не 150-й могу. статье. Я уже не могу проконсультировать насчет этого вопроса, так как я не специалист здравоохранения и не санитарный врач, имеется в виду. Я могу ссылаться Нет, именно вы на откройте на 150-ю постановление. статью о нации и здоровье, и там написано, что санитарный врач может только отменить какие-то мероприятия. Вот, например, там парад на 9 мая, он имеет право отменить. Но запрещать нас туда-сюда въезжать, выезжать, он не имеет это права. Не, нет, я не говорю то, что он запрещает, я вам хочу показать просто. Это первое то, что написано. Но вы же ссылаетесь именно на это? Да, Значит, на мы это. можем Сейчас, пройти. сейчас, Идите туда-сюда. нет, сейчас я вам покажу дальнейшее, имеется в виду. Организация санитарного контроля на блокпостах между регионами согласно приложению 13 национальных постановлений с обеспечением. Я могу еще показать вам приложение 13, если хотите. Это 21 статья, 13 пункт, да? Здоровье нации. Или как? Или здесь просто постановление? Нет, это постановление, именно 13. приложение 13. 13 еще доказать. Давайте. Это просто понять, как это с точки зрения закона выглядит. Понимаете? Да, не, конечно, это... Вы же должны знать. Да, нет, я ничего не говорю. Да, вы только А не вы из подумайте. какой организации можно уточнить? Гражданский патруль. Гражданский патруль? Это как у вас? На ютубе, на сайте наш. Это просто вы как, общественное движение. общественное движение. Удостоверение вы где-то анкетировались, заявку подавали где-то? Нет, ничего такого нет. Обычный граждан. Обычно граждан. Просто хотим осветить вот эту вот проблему, чтобы у вас здесь было как бы поменьше. Нет, я вам показываю, что вы гражданам тоже показали, на основании да, чего мы мы это и работаем. хотим. То, что мы нет, не закона, а на основании этих документов. Конечно, без проблем, Юрий. Вот предложение 13 постановление главного санитарного врача Республики Казахстан 2020 года. Алгоритм деятельности блокпостов на случай предупреждения завоза и распространения COVID-19. Тут тоже несколько пунктов, сами можете ознакомиться. Но именно самое главное тут написано
Въезд в зону карантина осуществляется по специальным пропускам, выданным местным исполнительным органам, либо по документам, указанным в абзаце подпункта 2.6 настоящего постановления. Так как исполнительный орган это акимат города Алматы, например, не например, а по факту имеется. Ну да. Протокол вот имеется, который пока что не убрали, из зоны действия не убирали, вот протокол заседания оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы, Вот, номер 18 от 1 мая 2020 года. Вот видите, нас еще интересует, как бы видите, что протокол заседания оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения. А да. так как он закончился, то как Да, бы нет, оперативный штаб они теперь ссылаются на полномочия это. теряет. Конечно, безусловно. Они теперь хотят ожидать то, что сейчас госкомиссия пройдет. А пока мы там висим в алгоритм- небе, вот я хочу Нет, просто это не из-за того, что мы сами хотим вас ограничить. Просто Нет, видите, к вам у меня претензий нет, Да. у меня есть вопросы вот законодательные, почему они ЧП сняли, Да. а наши права как бы нас в правах не восстановили. просто видите тоже, у нас есть семья наша, в городе проживает. Вдруг заболеваемость, всего несколько часов, подождите, в скором времени все пройдет. И на основании этих документов я вам предоставлю. Вот, ребята, даже распечатаю вам на руки даже А выдам. можем, да, мы сейчас вот распечатаем Ну, на руки по получим? времени я вам сейчас не могу, когда вы его получите. Видите, как только придет, я по времени могу это вам сказать. Видите? А можете Так вот- как я только на блокпосту нахожусь, госкомиссия сейчас проходит. Хорошо, а Госкомиссия как только можете пройдет, на WhatsApp вот эти документы скинуть? какие? вот Этих это. документов сейчас у меня нету, я могу вот это. Вот это, да. Да, конечно, без проблем могу отправить. Можешь номер там свой дать? Просто не хотим, чтобы как в России было, там они режим ЧП не вводят, а людей штрафуют непонятно за что. Ну, просто- Безосновательно, Да. Мы не хотим, чтобы у нас нет, до такого скатывалось. Вас тут штрафуют? Ну, нас не штрафуют, но мы просто не Людей хотим, тоже никого пока не штрафуют. чтобы Оснований к ничего такому нет, штрафуют, пришло. ребят, конечно. Вы же знаете, у нас от нормального до ненормального там маленькая грань, такой волосок. Я не могу уже говорить.